Путин заговорил о капитуляции, Трамп потирает руки и радуется сделке с Украиной, а в Киеве считают, что Россия должна быть рада членству Украины в НАТО. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. F-16 вылетают из зоны комфорта. Украинские истребители начали бомбить российские подразделения на линии фронта. Что известно о новом наступлении в воздухе? Зеленский в Вашингтоне требует гарантий безопасности, а Трамп заявляет, что война может не завершиться. Почему риторика президента США резко изменилась? Детали. Роботы помогают пенсионерам выжить. В Узбекистане экс-глава службы госбезопасности получает паспорт другой страны, а Лукашенко потерял одного из своих пропагандистов. Обзор важных новостей. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украинские F-16 покинули зону комфорта. Истребители стали выполнять опасные задачи и приближаются к линии фронта. Теперь они не только сбивают ракеты и дроны, а начинают наносить удары по российским войскам. Об этом пишет Forbes. Аналитик издания Дэвид Акс пишет о том, с чем выходят на охоту F-16. На их борту лучшие в Украине ракеты класса «Воздух-воздух», высокоточные планирующие бомбы и радиолокационные глушители. И это не все. Они также оснащены системами радиоэлектронной борьбы, модулями для подавления радаров и ракет «Земля-воздух», а также системами, которые создают помехи и маскировку от ракет. Все эти защитные системы не делают истребители F-16 неуязвимыми. Военно-воздушные силы Украины уже потеряли один F-16 из примерно 16, которые они на данный момент получили от Дании и Нидерландов. Самолет разбился при загадочных обстоятельствах во время патрулирования силами ПВО еще в августе, в результате чего погиб его знаменитый пилот Алексей Мунфиш Мэсь. Команда «Нехта» ранее рассказывала, что Украина летом сбила свой F-16 из-за отсутствия системы «Свой-чужой» на ЗРК «Патриот». Такие данные получили журналисты Wall Street Journal. Оказалось, что США скрыли от Украины ключевую технологию, которая снижает риск дружественного огня. Украинские системы «Патриот» не были оснащены системой «Линк». День X. Зеленский уже в Вашингтоне для того, чтобы подписать сделку с Трампом. Она уже готова. Накануне вечером заявили в Белом доме. Необходимо лишь присутствие двух президентов и чернила в ручках для скрепления договоренности на бумаге. Поэтому переговоров больше не будет. Больше ничего нет. Я уверен, что президент Зеленский и президент Трамп проведут обширные обсуждения. Но что касается сделки, она завершена. Она на бумаге, и украинское правительство ее одобрило. Осталось только подписать ее двумя главами государств. И эта сделка по стратегическим минералам, нефти и газу, а также по инфраструктурным активам. И это действительно взаимовыгодно, потому что это сближает украинский народ и американское деловое сообщество. Это показывает американскому народу, что здесь есть перспективы для них, что мы не растрачиваем деньги зря, потому что американцы всегда обеспокоены затратами за границей. Трампа тем временем называют хамелеоном, он меняет свою позицию, тон и отказывается от слов, сказанных ранее. Накануне он сделал вид, что никогда не называл Зеленского диктатором. Западная пресса пишет, что нынешняя встреча украинского президента с республиканцем – это шанс понять, бросит США Украину, либо же и дальше будут поддерживать. Но нежелание администрации Трампа четко высказываться о своей позиции по гарантиям безопасности может создать дилемму для Украины и ее европейских союзников, которые, вероятно, будут неохотно обязываться к исполнению мирного соглашения, не зная позиции Вашингтона. Трамп продолжает шокировать своими заявлениями. По его словам, переговоры с Путиным и Зеленским идут хорошо. РФ заинтересована в сотрудничестве и в завершении войны, равно как и Украина. Вместе с тем, республиканец дает прогноз, когда закончатся боевые действия. И здесь его ответ также звучит странно. Трамп даже допускает, что война может не завершиться. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец этой войне. Я думаю, мы добились большого прогресса, и, на мой взгляд, дело продвигается довольно быстро. Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь людей, которые работают над этим, и мы сообщим вам, когда это произойдет. Это произойдет либо очень скоро, либо не произойдет вовсе.
Кремль отвергает условия переговоров США и настаивает на том, что Украина должна сдать свои территории, то есть, по сути, согласиться на капитуляцию. За последний месяц представители Москвы неоднократно давали понять, что земли, которые сейчас находятся под контролем оккупационной армии, под этой оккупацией и останутся, несмотря на то, что Трамп уже открыто, а иногда и агрессивно намекал, что на уступки, в том числе и территориальные, придется пойти. Путин не заинтересован в добросовестных переговорах, требующих компромиссов, и считает, что он может достичь своих военных целей в средней и долгосрочной перспективе. Удастся ли Трампу с помощью рычагов давления, о которых неоднократно говорили в Белом доме, заставить Москву вернуть Украине ее территории? Поделитесь своим мнением в комментариях. Украина в НАТО – выгодный вариант не только для Киева, но и для Москвы. К тому же членство Украины в Североатлантическом альянсе – это самые дешевые гарантии безопасности для ее партнеров. В этом уверены в офисе президента Украины. Там объяснили, если страна станет 33-м членом НАТО, то появится такое понятие, как регламенты и ограничения. Президент Зеленський приходить, каже, нас цікавить А, Б, В. І це буде обговорюватися, і це буде на столі. От дивіться, він робить одну дуже просту, але дуже важливу річ. Він говорить, НАТО, ви сказали, що ми не будемо членами НАТО, але ми вважаємо, що він лежить, пакет НАТО все рівно лежить на столі. І він кожен раз заходить кудись і говорить, дивіться, НАТО для вас найдешевше. Чому? І навпаки, Росія, якби вона була трошки більш адекватною в цьому історичному моменті, для них це було б набагато зрозуміліше. Чому? НАТО – це регламенти і обмеження. Тобто ви, коли хтось в НАТО, чітко знаєте, скільки в нього зброї, де вона знаходиться, коли він може задіяти ту чи іншу зброю. Трамп же, напомню, заявил, что в рамках будущего соглашения о прекращении войны он исключает возможность членства Украины в НАТО. И вообще, Киеву об альянсе можно забыть, говорили в Белом доме. Лукашенко лишился пропагандиста. В Беларуси в свой 60-летний юбилей умер Юрий Озаренок, отец Григория Озаренка, которого называют одним из ярых пропагандистов режима и защитником непризнанного президента. Озаренок-младший уточняет, что его отец, который еще в 90-е очернял тех, кто был против Лукашенко, скончался из-за совокупности болезней. Его сын Григорий Юрьевич Озаренок будет вечно хранить его память и продолжать его дело во славу президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В своих эфирах Озаренок-младший, тот, который потерял отца, неоднократно желал мучительной смерти представителям Евросоюза, а также хотел, чтобы тела евродепутатов насиловали эмигранты. Вот лишь маленький фрагмент программы, выпуск которой приветствуется на белорусском телевидении лично Лукашенко. Я хочу посмотреть, чтобы Урсулиха фон дер Ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь, и она дрыгала своими грязными кочерышками. Экс-глава службы государственной безопасности Узбекистана со своей семьей получил ВИП-паспорта на островах Тихого океана. Рустам Инаятов и его ближайшие родственники теперь могут свободно путешествовать по миру благодаря новоприобретенному гражданству Вануату. Это островное государство, известное своей программой золотых паспортов. За $130 тысяч можно получить не только паспорт, но и безвизовый доступ в 130 стран. Об этом сообщает Intelligence Online, изучивший список лиц, которые получили паспорта Вануату в обмен на инвестиции в 2022 и 2023 годах. Рустам Инаятов – это не просто экс-руководитель, это человек, который 2 десятилетия контролировал все секреты Узбекистана, начиная от эпохи первого президента страны. Он занимал одну из самых могущественных должностей в стране и даже после смены власти остался в числе влиятельных политиков. Теперь Инаятов и его семья входят в список, состоящий из практически 2000 человек, которые также получили паспорта Вануату в последние 2 года. В Японии роботов обучили менять подгузники пожилым людям. Ученые разработали уникального человекоподобного помощника, который благодаря искусственному интеллекту не только следит за гигиеной своего клиента, но и занимается профилактикой пролежней. Идея создания такой машины возникла не просто так. В Японии наблюдается нехватка медработников, население при этом стареет, а рождаемость снижается. Поэтому в стране уже сейчас думают о будущей поддержке, которую хотят переложить именно на роботов. Айрек уже
Оружие умеет безопасно устанавливать физический контакт и корректировать свои действия в ответ на неожиданные движения пациентов. В центре разработки считают, что роботы станут полноправными участниками медицинской команды. И уже к 2040 году АРЭК будет использоваться в различных сферах, а к 2050-му он сможет даже самостоятельно проводить медицинские операции. А вы как считаете, должен ли такой робот быть доступным для пожилых и одиноких людей не только в Японии? Поделитесь своим мнением также под этим видео. Как только в дело вступают люди, возникают такие вопросы, как безопасность и то, как координировать движение роботов с каждым человеком. Это очень сложная технология. Речь идет не только о том, чтобы создавать человекоподобного робота, а затем просто установить его в искусственный интеллект. Речь идет об исследовании того, как аппаратное обучение и технологии ИИ могут работать вместе, чтобы овладеть человеческими навыками и лучше понимать людей. Исследования в этой области почти не продвинулись по всему миру. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.